захотел отпустить на волю слова любви в песне про родной. Мир услышит нас, ветер подпоет нам. Мир услышит нас, каждый новый ноте. Солнце горит мое, земля единая. Чувствуешь, милая, тепло в груди, да. Красная, алая, видится где, и за своим наследием мир обними. Ради искусства ради страны. Наследие твоя награда. И если я болен, то только тобой. Ты слышишь, Родина, мама? Счастье есть моя сила, знаешь, вера — мое богатство. Сколько муки простила родная, но я не намерен прощаться. Сотканный годами и народами многими, мой культурный год Родины настал единой мелодией, чтобы после нас помнили мы, связаны корнями. Наша молодость громкая, наша музыка — целый мир. Ради искусства ради страны. Загори моя, земля единая. Чувствуешь, милая, тепло в груди, да. Красная, алая, видится где, со своим наследием мир обними. Ради искусства ради страны. Ради искусства ради страны. Уважаемые зрители, встречайте аплодисментами финалисты 32-го областного конкурса патриотической песни «Песни юности наших отцов 2026». Представители города Новополоцка. Представители Полоцкого района. Представители Часницкого района. Представители города Витебска. Представители Лепельского района. Представители Витебского района. Представители Дубровицкого района. Представитель Городоцкого района. Представитель Приорского района. Представитель Аршанского района. Добрый день, дорогие аршанцы и гости нашего города! Здравствуйте!
гости, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас в нашем зале. Сегодня в очередной раз город Орша гостеприимно принимает финалистов областного конкурса патриотической песни «Песни юности наших отцов 2026». Именно ради искусства сегодня на этой сцене представлено молодое поколение вокалистов, как прямое доказательство непрерывной связи времен и всех поколений. В исполнении талантливых конкурсантов Витебской области прозвучат песни, которые благодаря своей вечной теме находят отклик в наших сердцах. Это старые песни о главном, о родине, о войне и мире, о жизни, о любви, которые так любили слушать и попевать наши бабушки, дедушки, родители, а также современные композиции, посвященные женщинам. Вокалисты в возрасте от 16 до 35 лет прошли сложный конкурсный отбор и в финале выступят в двух номинациях – солист-вокалист и вокальный ансамбль. По условиям конкурса исполнители представят на суд зрителей и жюри по одному более яркому произведению. Выступление конкурсантов будет оцениваться по 10-бальной системе голосованием закрытого типа. По окончанию всех выступлений состоится обсуждение и торжественная церемония награждения. А мы переходим к церемонии представления профессионального жюри. Заместитель начальника управления культуры Витебского областного исполнительного комитета Олег Алексеевич Агиев. Главный специалист управления культуры Витебского областного исполнительного комитета Зоя Александровна Кукова. Директор государственного учреждения Витебский областной методический центр народного творчества Надежда Васильевна Лайнович. Заведующий отдела любительского творчества и культурно-досуговой деятельности государственного учреждения Витебский областной методический центр народного творчества Дарья Викторовна Павлющенко. Преподаватель отделения искусства и эстрады учреждения образования Витебский государственный музыкальный колледж имени Солертинского, член Федерации педагогов вокального искусства Российской Федерации Анна Александровна Терещенко. Директор государственного учреждения культуры городской дворец культуры и творчества Орша, руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь Народной студии эстрадного пения «Креатив», член сообщества региональных педагогов музыкальной академии Ларисы Долиной, Демух Елена Валерьевна. Магистр искусствоведения, лауреат международного конкурса имени Тимишевой, солистка Витебской областной филармонии Елена Михайловна Павленкова, председатель жюри. Для приветствия участников на сцену приглашается заместитель председателя Аршанского районного исполнительного комитета Анастасия Адамовна Прокофьева. Добрый день, дорогие наши участники, зрители, конечно же, члены жюри. Я рада вас приветствовать на гостеприимной Оршанской земле, на столь замечательном конкурсе «Песни юности наших отцов». Мы сегодня с вами принимаем участие непосредственно уже в финальном этапе областного конкурса. Вы уже смогли себя продемонстрировать, скажем так, и зарекомендовать на двух этапах, которые проходили региональные, и действительно можете считать себя лучшими из лучших. Конечно же, конкурс помогает нам не только сохранять историческую память, преемственность поколений, но и, конечно же, в первую очередь позволяет раскрывать таланты, новые таланты. И очень отрадно, что в этом году мы видим на этой сцене новые лица в том числе. Ну и, конечно же, за столько лет конкурс стал не просто традиционным, я бы сказала, он стал семейным. Будем надеяться, что в будущем конкурс будет проводиться ежегодно, в том числе
с финалом в Варшанском районе. Мы всегда рады приветствовать наших любимых участников и зрителей. Ну и, конечно же, сегодня профессиональному жюри будет очень сложно выбрать самых лучших, но сделать это нужно. Поэтому всем участникам я желаю искренней победы, и пусть действительно победят сильнейшие. Спасибо. Благодарим вас, Россия. Громкие аплодисменты. Слово для приветствия предоставляется заместителю начальника управления культуры Витебского областного исполнительного комитета Олегу Алексеевичу Агееву. Уважаемая Анастасия Адамовна, я был уверен, что нас пригласят на сцену вместе, потому что первые мои слова, конечно, в благодарность в ваш адрес, потому что ежегодно город Орша подставляет свое плечо, и финал этого замечательного конкурса проходит именно в Орше. Я хочу вас заверить, что и впредь мы будем придерживаться этой традиции, потому что на оршанской сцене всегда это проходит ярко, качественно, на высоком организационном и творческом уровне. Поэтому я попрошу аплодисментов в честь Оршанского района. Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые участники, действительно, проводя это мероприятие, этот конкурс и многие другие, мы преследуем одну цель – это формирование и привитие молодому поколению чувства любви к родине, чувства гордости и ответственности за страну, потому что именно на молодых плечах ответственность за наше светлое и процветающее будущее. Сегодня молодежь активно участвует в управлении государством через молодежные советы, молодежные парламенты, через общественные объединения. Мы строим активно вместе со строителями творческая молодежь и молодежь других направлений активно увлечена во все сферы жизнедеятельности государства. Что говорить о творческих людях? Творческие люди, уважаемые участники, на вас особая ответственность, потому что вы таким вот каждый малым кусочком мы формируем культуру и искусство нашей страны и продвигаем, популяризируем ее и тем самым сохраняем нашу традиционную культуру и наше национальное творчество. Сегодня хочется поблагодарить вас за ваше стремление, за то, что через тернии вы вышли на звездную сцену. Хочется пожелать вам успехов, добра, благополучия и дерзайте, в ваших руках наше светлое будущее. Спасибо. Спасибо, Олег Алексеевич. Мы просим вас смело уходить с нашей сцены. Останьтесь, пожалуйста. Итак, мы желаем всем финалистам удачи, зрителям хорошего настроения, членам жюри объективных оценок. Просим пройти артистов за кулисы. Они, между прочим, очень волнуются, поэтому не забывайте поддерживать их не только своими голосами, но и аплодисментами, друзья. Удачи! Дорогие друзья, уважаемые гости, прежде чем мы приступим к конкурсной программе, позвольте нам поприветствовать и наградить участников не менее значимого конкурса, который проходил в нашем городе в феврале месяце. Это областной смотр-конкурс творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны-2026». Итак, итоги подведены, и мы переходим к церемонии награждения. За поспехи у мастацкой творчости Дмитроченко Валентина Михайловна, солистка вокального коллектива настроения Бабинской сельской библиотеки Оршанской централизованной библиотечной системы. Всех награждаемых оставаться на нашей праздничной сцене. Вознаграждается Резников Иван Васильевич, солист вокального коллектива настроения Бабинской сельской библиотеки Оршанской централизованной библиотечной системы. Куранкова Вера Владимировна, виконавця віршу вокального коллектива настроения Бабинской сельской библиотеки Оршанская централизованная библиотечная система. Прокопчук Сергей Иванович, солист народного вокального коллектива «Земное время», Оршанский районный центр культуры «Перемога».
Аршанка Надія Петровна, солистка вокальной группы «Сударушки», Аршанский районный центр культуры «Перемога». Вокальная группа «Сударушки», Аршанский районный центр культуры «Перемога». Народный вокальный коллектив «Земное время», Аршанский районный центр культуры «Перемога». Народный ансамбль народной песни «Дубравка», филиала Зубревицкий сельский дом культуры, Аршанский районный центр культуры «Перемога». Народный хор ветеранов працы, Аршанский районный центр культуры «Перемога». Вокальная группа «Студии сольных спевов «Серебристые переливы», Палаца культуры города Барани, филиала Городский палац культуры и творчества Орша. Шоу «Гурт Альянс», Палаца культуры города Барань, филиала Городский палац культуры и творчести Орша. Залепший авторский твор Алексеева Людмила Ивановна, виконавця віршу народного вокального коллективу «Земное время», Аршанский районный центр культуры «Перемога». Денисова Светлана Владимировна, солистка народного вокального коллектива «Земное время», Аршанский районный центр культуры «Перемога», узнагороджується лауреатом 3-й ступени. Лауреатом 2-й ступени становится танцевальный коллектив «Арабески», Аршанский районный центр культуры «Перемога». Лауреатом 2-й ступени узнагороджується танцевальный коллектив «Суперстар», Городский палац культуры и творчести Орша. Лауреат 2-й ступени Храповицкий Виктор Брониславович, виконавця припівок народного ансамбля народной музыки и песни «Крунишенька», Палаца культуры города Барань, филиала Городский палац культуры и творчести Орша. Лауреат 2-й ступени народный ансамбль народной музыки и песни «Крынишенька», Палац культуры города Барань, филиал Городский палац культуры и творчести Орша. Лауреат 1-й ступени музично-инструментальная группа народного ансамбля народной музыки и песни «Крынишенька», Палац культуры города Барань, филиал Городский палац культуры и творчести Орша. Лауреат 1-й ступени народный хор Городского палаца культуры и творчести Орша. Общее традиционное фото. Николай Алексеевич, не уходите. Общее традиционное фото. Станьте немножко ближе. Может, кто-нибудь из вас уедет в Витебск, кто знает. Еще раз ваши аплодисменты. Спасибо огромное. Поздравляем победителей заслуженными наградами. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемого творчества. Друзья, еще раз громкие аплодисменты всем прекрасным людям, которые приняли участие в этом фестивале. 2026 год в нашей стране объявлен годом белорусской женщины. Это решение стало признанием исключительных заслуг наших соотечественниц в строительстве сильного и процветающего государства, их неоценимого вклада в сохранение культурного кода нации и формирование будущего страны. Женщина является хранительницей семьи, и именно она создает атмосферу поддержки, которая так важна в наше динамичное время. И символично, что одной из
тем конкурсной программы стало исполнение песен, посвященных Году белорусской женщины. Это особый знак благодарности каждой из вас за ежедневный подвиг, который делает нашу жизнь добрее и красивее. «Любите женщин». Именно так называется песня, которая открывает нашу программу конкурсантка из Лепельского района. Встречайте, на сцене Полина Коваленко. На сцене Скрипко Яна, Полоцкий район. В небесах звезды синею россыпью горят.
аплодисменты. На сцене Рогожинская Анна, Витебский район. Приглуши в гостиной свет, мама, посидим в тишине. Слов не нужно ни мне, ни тебе, чтоб друг друга согреть. Как умела, так жила мама, обо мне не грусти. И за все, чем грешила в пути, не суди, но прости. Сквозь годы разлук я снова вернулась к тебе. Ты любишь меня, и я благодарна судьбе. Дам я дочери твое имя, и в минуты невзгод от бессилия меня сбережет отражение твое. Сквозь годы разлук я снова вернулась к тебе. Ты любишь меня, и я благодарна судьбе. Сквозь годы разлук я снова вернулась к тебе. Ты любишь меня, и я благодарна судьбе. Приглуши в гостиной свет, мама, посидим в тишине. Следующие аплодисменты. На сцене Ульяна Демидович, город Новополоцк и шоу-группа «Альянс».
где на краешке твоей души согревалась моя любовь. И не знала я тогда, что огромная планета умещается в твоих руках, как во вселенной света. Если ты будешь рядом, мама, мне ничего не страшно, правда. Так же, как и в детстве моем, мы все вместе переживем. Ты всегда будешь рядом, мама, а я взрослее намного стану. Но так же, как и дети мои, навсегда останусь сердцем, сердцем твоим. Сколько пройдено шагов, только самый первый ты не забудешь, и во веки веков в сердце сохранишь. В памяти твоей останусь первым словом и падением, плачу и поднимаюсь. Остановись мгновение. Если ты будешь рядом, мама, мне ничего не страшно, правда. Так же, как и в детстве моем, мы все вместе переживем. Ты всегда будешь рядом, мама, а я взрослее намного стану. Но так же, как и дети, и навсегда останусь сердцем, сердцем твоим. Если ты будешь рядом, так же, как и в детстве моем, мы все вместе переживем. Ты всегда будешь рядом, мама, а я взрослее намного стану. Но так же, как и дети мои, навсегда останусь сердцем, сердцем твоим. Навсегда останусь сердцем. Ваши аплодисменты для Радиной, шоу-группа «Альянс». У времени есть своя память, история. И нет страшнее той истории, в которых есть слова «война» и «женщина». Женщины войны — это матери, жены, невесты, дочери. У каждой из них была своя судьба. И с каждой из них война обошлась по-своему жестоко. Можно ли было победить народ, женщины которого в самый трудный час тащили с поля боя и своего, и чужого раненого солдата? Можно ли было победить народ, женщины которого делились с врагом последним куском хлеба, жалели и понимали вражеских солдат как собственных детей? Нет, 1000 раз нет. И, видимо, благодаря этой безмерной любви, преданности, вере, этой огромной духовной силы наших женщин мы выстояли и победили в этой войне. Программу конкурса продолжает Кадым Олеся, Полоцкий район. Не качается, не качается, листик тоненький
На нашей сцене Мурашкевич Ангелина, город Новополоцк. Стучит в висках, только эхо шагов, только голос родной. Ты вернулся, ты цел, ты как? Берега переправы, заставы, мосты и дороги длиною в жизнь. На сомнения нет права, пока веришь ты, он вернется и будет жить. Жена офицера не может предать, она оберегает в бою. Молитва и вера, стеной за ним стать, в опасности на краю. Жена офицера из тысячи мест, вдвоем всегда рядом с ним. Жена офицера по звонку, по тревоге он снова спешит, значит, родине нужен он. Обними на пороге и частью души упади на его погон. Разминувшись бедой, как никто он поймет, что спасает его опять. Вера в то, что жена его любит и ждать, и всегда будет ждать. Жена офицера не может предать, она оберег в бою. Молитва и вера, стеной за ним стать, в опасности на краю. Жена офицера из тысячи мест, вдвоем всегда рядом с ним. Жена офицера красиво небо неси. На нашей сцене вокальная группа образцовой вокальной студии «Эринам», Полоцкий район.
вокальный ансамбль «Мара», город Новополоцк. Три музыкантши, три выпускницы, верные три подруги. 22-е, вечер воскресный, сцена в летнем саду. И после концы 5 репетиций, сыграны души и руки. Завтра премьера, завтра небесный, первый концерт дадут. Ах, как моргают пальцы Нины на пианино, ах, как цепляет душу Ася на контрабасе. Как же волшебно ритм, держит, щеточки странно воздух режут. 20:00 впервые для вас Рио, девичий джаз. Только на утро небо распяли звуков других аккорды. Боем бомбежки, скрежетом громким била война вновь. Три музыкантши переписали вместе судьбу до ноты. Платья сменили на гимнастерки, встали в один отряд. А как поют в руках бубины, громко Максимы. Как отправляет точно Ася в доты фугасы. 40 слитый бой держит, тигром фашистским ленты режут. За отчий дом держите от нас этот девичий джаз. В реках тонули, в пламя шагали, не замедали отваги. Отколесили, отвоевали май 45-й год. Помню Берлин, как в разрушенном баре, в метрах 300 от Тристана. Три музыкантши плача играли нашим бойцам фокстрот. Как же дрожали пальцы Нины на пианино. Как же искала струны Ася на контрабасе. Как-то неровно ритм держит, щеточки странно воздух режут. Но 7 репетиций снова для вас Рио, девичий джаз. На нашей сцене вокальная группа ансамбля народной песни «Берега Лукомля», Чашникский район. Не суждено пойти по краю.
ночи стаи, я воскресаю в миг. Переживу, переиграю, перекричу я точно, что я всем вручу ключи от рая и от любви земной. Я женщина, и в этом слове все. Во мне моря и океаны, и волны счастья в тебе слава. Я женщина, расставлю звезд по всем. Чем ближе к ним, тем больше риска, когда глаза родных и близких, безумный мир так Ваши аплодисменты. Великой силе женской любви посвящено множество невероятных, красивых лирических песен. Действительно, женская любовь обладает особым магнетизмом. Она способна творить чудеса, исцелять и поддерживать мужчину даже в самых трудных ситуациях. Совершенно согласен. Женская любовь — это не только чувство, это энергия, которая наполняет все вокруг. Она может дать силы тем, кто рядом, и вдохновить на великие поступки. Самое главное — эту любовь разделять и беречь. Ведь когда в жизни человека есть любовь, он чувствует себя счастливым и радостным. Общение с любыми людьми придает смысл существованию, наполняет гармонией, помогает двигаться вперед и чувствовать только счастье. И страшно подумать, что бы было, если бы в мире не было женщин и любви. Встречайте, на сцене Виктория Левшова, город Витебск. Представь себе весь этот мир огромный весь, таким, как он есть, на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми. Но без любви, ты представляешь, без любви есть океаны, облака и города. Лишь о любви никто не слышал никогда. Так же сильно ночью звезды в небе кружат, так же утром солнце светит с вышины. Только для чего и кому нужен мир, в котором
аплодисменты. На сцене Михасева Светлана, Дубровинский район. Ваши овации. Программу конкурса продолжает Дмитрий Латышев, Городокский район. Стекает время, и небо за окном темнеет. И снова рядом мои сомнения, и снова я иду к тебе. Когда звезды тают,
На сцене Жадрёнок Владислав, город Новополоцк и танцевальный коллектив «Суперстар». По переулкам бродит лето, солнце бьется прямо с крыши. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Висят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журнале увидала королеву красоты. А я вновь тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. А я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, а единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видео я не мало, и в журнале и кино, но ни одна из них не стала лучше белой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты единственная на свете королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Солнце бьется прямо с крыши, в потоке солнечного света у киоска ты стоишь. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. Как единственной на свете королеве. Суперстар! Каждое поколение считает себя лучше предыдущего. Об этом говорили классики, философы и обычные люди. Современная молодежь часто приходит в недоумение от внешности, музыкальных предпочтений прошлого поколения, когда видит фотографии, смотрит фильмы и слушает музыку 80-х и 90-х годов. Но каждый, родившийся в Советском Союзе, наверняка помнит программу «Песня года». Давайте вместе со мной. Через годы, через расстояние. Еще. Громче. Песни ты не скажешь «до свидания». Громче, член жюри. Песня не прощается с тобой. Еще раз. Песни ты не скажешь «до свидания». Песня не прощается с тобой. Какие вы молодцы, поаплодируйте себе, пожалуйста. Да, дорогие друзья, именно эта легендарная телепередача дала творческую путевку в жизнь многим талантливым исполнителям. В ней впервые прозвучали культовые композиции, которые не теряют своей популярности и сегодня. А в исполнении вокально-инструментальных ансамблей и поп-групп 70-х, 80-х массовая песня зазвучала еще и по-новому. Наверняка кто-то из старшего поколения помнит, как на танцплощадке в унисон подпевали веселым ребятам, поющим гитарам или группе «Ариэль». Между прочим, наш звукорежиссер играл в парке на бас-гитаре. Звукорежиссер остался, а вот бас-гитара уже нет. Мы предлагаем вам окунуться в атмосферу ностальгии и вместе с нашими конкурсантами вспомнить любимые советские песни 70-х и 80-х. На сцене Сидоренко Владислав, Аршанский
Эвельский район и образцовый коллектив эстрадного танца «Адамант». Встречайте! В краю магнолий плещет море, сидят мальчишки на заборе, и на меня наводят грусть. Танцуют пары, мотив знакомый, даже старый, и сладкий голос бас-гитары тревожит память мою. Ну и пусть, и пусть. Вот так же когда-то сюда вы бегали, ребята, глаза блестели, как агаты, и на щеках играла кровь. Как можно, танцуют пары под аккорды, и можно говорить свободно про жизнь и про любовь. Краю магнолий плещет море, сидят мальчишки на заборе, и восхищение в каждом ссоре. Невольно я сейчас ловлю. Мальчишкам надоело драться, им по ночам девчонки снятся, но не для них сегодня танцы, но эта песня для них, и сейчас я ее дарю. Вот так же когда-то сюда вы бегали, ребята, глаза блестели, как агаты, и на щеках играла кровь. Как можно, танцуют пары под аккорды, и можно говорить свободно про жизнь и про любовь. Можно говорить свободно про жизнь и про любовь. На нашей сцене Венжик Дмитрий, Эвельский район. Море вернулось в новом чае, песней прибоя рассвет пробуди. Песня как друга море встречает, песня как сердце летит из груди.
несет ласки. Сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. На нашей сцене Мацукова Анна, Миорский район. Ваши аплодисменты. Мацукова Анна и шоу-группа «Альянс». Встречайте на нашей сцене Сухвал Евгения, Витебский район. Синякрылый мотылек, синякрылый мотылек.
аплодисменты. Суммал Евгений, заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, образцовая цирковая студия «Арена». Встречайте на нашей сцене Казарян Нелли, город Витебск. Дали бескрайняя танцевальный коллектив «Суперстар». И ваши аплодисменты, друзья. Песня «Как много она значит в жизни каждого из нас». Песня была участницей многих великих свершений. В ней отразилась история, судьба многих поколений людей. Благодаря нашим конкурсантам старые добрые песни получили сегодня новую жизнь. Давайте еще раз наградим их аплодисментами.
Ведь наша конкурсная программа подошла к своему завершению. Мы предлагаем членам жюри добиться до подведения итогов и объявляем небольшой перерыв. Совсем скоро мы ждем вас на торжественной церемонии награждения финалистов конкурса «Песни юности наших отцов» 2026. До встречи! Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые гости, наступает самая торжественная и волнующая минута для наших конкурсантов, зрителей и, конечно же, жюри. Ведь именно сейчас прозвучат имена победителей. Для награждения приглашаем на сцену председателя жюри. Магистр искусствоведения, лауреата международного конкурса имени Терешковой, солиста Витебской областной филармонии Лену Михайловну Павленкову. Добрый день, дорогие друзья! Я рада всех приветствовать сегодня в этом уютном, светлом зале. Вы знаете, на мой взгляд, сегодня был праздник, настоящий праздник. Праздник вокального искусства, праздник песни. Замечательные песни, которые передаются из поколения в поколение, которые когда-то сочиняли замечательные композиторы, поэты, которые до сих пор пленит наши души. У жюри была непростая задача, но мне кажется, мы с ней практически единодушно справились. И сейчас с удовольствием объявим все результаты. Начнем мы с дипломов за участие. Награждается Ладышев Дмитрий, Городовский район. Диплом за участие получает Евгения Сахлава, город Витебск. Диплом за участие награждается Олеся Кадым, Полоцкий район. Диплом за участие Ульяна Демидович, город Новополоцк. Награждается Виктория Левшова, город Витебск, диплом за участие. Диплом за участие Светлана Михасева, Дубровинский район. Диплом за участие Полина Коваленко. Диплом за участие Яна Скрипко, город Полоцк. Номинации «Солист-вокалист» и специальный приз за волю к победе награждается Дмитрий Венчик, Лепецкий район. Специальный приз за творческий потенциал награждается Анна Рогожинская, город Витебск. Специальный приз за яркий сценический образ награждается Владислав Сидоренко, Аршанский район. Переходим к местам, к лауреатству. Итак, номинация «Вокальный ансамбль». Лауреат 3-й степени. Награждается вокальная группа образцовой вокальной студии «Элиран», город Полоцк. К диплому прилагаются сертификаты. Итак, номинация «Вокальный ансамбль», лауреат 2-й степени. Вокальная группа ансамбля народной песни «Берега Лукомля», Чаждинский район. Номинация «Солист-вокалист».
Лауреат третьей степени отправляется Анне Мацуковой, Георгский район. Лауреатом второй степени становится Владислав Жудринок, город Новополоцк. Мне кажется, немножечко ему помогла подтанцовочка. Они, кстати, ждут тебя на крыльце. Итак, и, конечно же, лауреат первой степени отправляется в город Витебск, а именно Неля Казарян. Но это еще не все. Лауреатом первой степени также становится Ангелина Мурашкевич, город Полоцк. Друзья, у нас есть гран-при. И отправится он в город Новополоцк. Локальный ансамбль «Мара». Ваши аплодисменты, гран-при, друзья. Громче аплодисментами, друзья. Прошу никому никуда не расходиться. Мы благодарим всех зрителей, конкурсантов, членов жюри, а также отдельные слова благодарности за поддержку нашим финалистам выражаем образцовому коллективу эстрадного танца «Атаман» Дворца культуры города Баранья, руководитель Татьяна Евсюкова. Шоу-группе «Альянс» Дворца культуры города Баранья, руководитель Татьяна Голубева. Студия танца «ШЕП» городского дворца культуры и творчества «Орша», руководители Лариса Шенда и Дина Колосовская. Танцевального коллектива «Суперстар», руководитель Ольга Петеренко. А также заслуженному любительскому коллективу Республики Беларусь, образцовой цирковой студии «Арена», руководители Елена Жавненко, балетмейстер Анна Григорян. Дорогие участники, мы хотим пожелать вам всем, чтобы благодаря песням юности наша память отцов в ваших сердцах не оставала ни на мгновение, друзья. И поэтому я приглашаю сейчас стать вас немножечко поближе на общее фотографирование, друзья, вместе с членами жюри. Поднимайтесь.